Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим об очень интересной теме – кровная месть. И мы рассмотрим обычаи кровной мести на примере осетинского общества. Следует указать, что кровная месть – это институт, который был важнейшим регулятором для защиты свободного человека и его имущества. Это была реакция потерпевшей стороны на исходный конфликт. Насколько она была распространена среди осетин, нам говорят фольклорные материалы. Когда-то существовало очень много больших фамилий. На сегодняшний день их нет, потому что они были истреблены в результате именно кровной мести. Сразу нужно, наверное, указать, что сегодня мы с вами говорим о кровных отношениях, о кровной мести. А есть еще такое понятие, как враждебные отношения. Враждебные отношения были характерны для конфликтов, которые можно было регулировать путем возмещения ущерба, материальной компенсации. Кровная месть – это когда убийством отвечают на убийство. Конечно, следует указать, что внутри одной фамилии кровная месть не распространялась. Характерной особенностью является то, что она имела место между двумя разными фамилиями – Нейр-Вадалта и так далее. В осетинском обычном праве нет понятия умышленного, неумышленного убийства, категории, которые, например, совершение убийства недееспособным, либо животным. Поэтому оно в любом случае, во всех случаях наказывалось именно убийством и вызывало кровную месть. Нужно также сказать и указать на нравственные категории горской морали, по которым кровная месть – это не преступление, а в первую очередь это долг, это дело чести. Свершив кровную месть, то есть убив представителя фамилии, которая нанесла вам обиду, это повышало авторитет самого представителя фамилии в обществе. Конечно, это было не какое-то спонтанное явление, а кровная месть, она регламентировалась целыми нормами предписания и правилами поведения. В первую очередь нужно указать на то, на кого она распространялась. Мстить имела право вся мужская часть фамилии. То есть, если вы представитель какой-либо фамилии, вы несете ответственность за своих представителей. Если вы оказываетесь потерпевшей стороной, то вам придется мстить за своего однофамильца. Если вы представитель виновной фамилии, то вам придется нести ответственность за то, что совершил ваш однофамилец. Очень интересный материал есть у Дубровина. Он говорит о том, что когда труп убитого привозили домой, то осетины кровью мазали себе лоб, щеки, подбородок и при этом клялись мстить за него, за своего убитого. Иногда бросали жребий. На кого он выпадал, тот, конечно, должен был в кратчайшие сроки отомстить за своего однофамильца. Распространялась месть на всю мужскую часть виновной фамилии. Мы встречаем материалы о том, что это были мальчики и с 11 лет, но мне кажется, что здесь возраст не имел значения, кого они в первую очередь находили, того они и убивали. Конечно, приоритетом ставилось найти самого убийцу, но это случалось очень редко, потому что как только совершалось преступление, он убегал в соседнее село и, пользуясь обычаем гостеприимства, попадал под покровительство какой-то другой фамилии, которая несла ответственность за него. Женская часть не подвергалась кровной мести. Однако они тоже следовали строгим поведенческим установкам. Например, они не ходили на ту мельницу, на которую ходила потерпевшая сторона. Они уступали дорогу женщинам с той фамилией, с потерпевшей фамилией. В присутствии их они опускали головы, опускали глаза и не разговаривали. В самом обычае были нормы, которые нам позволяют говорить о том, что можно было ее избежать в каких-то случаях. Таких случаев несколько. Например, если виновный забегал или заходил в святилище Зуары, то его категорически нельзя было трогать. Это считалось большим грехом, и за это могли очень строго наказать, если вы убивали человека, который попросил помощи в святом месте. Очень интересный институт, который мы все, наверное, знаем, это фалдышт.
Он имеет две формы, это фалдешт или хифалдишн, самопосвящение. Если представитель виновной стороны был достаточно слабой фамилией, что такое слабая? Это маленькая фамилия, которая не может выстоять все эти нападки, то его могли поймать, и в более ранний период его убивали на кладбище, на могиле убитого со словами «ее надо напоить кровью». В более поздний период ему либо отрезали ухо, либо надрезали, делали надрез и капали на могилу убитого, якобы напоить ее кровью. Хифалдишн имел место в случаях добровольного согласия убийцы, когда его приводили на могилу. Там был целый обряд, когда его посвящали. И по религиозным верованиям фалдешт на том свете служил убитому конем. Но это было на самом деле, я думаю, очень редко, потому что представитель никакой фамилии не мог себя опозорить настолько, чтобы вся его фамилия носила имя фалдешт. Есть еще очень интересный момент, то, что называется институтом молочного родства или кормления. При совершении убийства виновный мог воспользоваться этим, конечно, вооруженный. Он мог принудить мать убитого обнажить грудь и приложиться к ней. Это было символом того, что он становится сыном этой женщины, то есть братом убитого, поэтому кровная месть на него распространиться не может, и на этом вражда прекращалась. Институт молочного родства также использовался при примирении. Когда происходил сам процесс примирения уже двух фамилий, сначала мирилась мужская часть с мужской частью фамилий, и виновные просили прощения во второй части примирения у женской стороны, это в основном у матери и у сестер убитого. Вот в этом случае мать сама могла быть инициатором этого института, так как если был убит ее единственный сын, на него возлагались обязанности как сына, то есть ухаживать за пожилыми родителями и, конечно же, исполнение всех похоронных обрядов, которые были необходимы им впоследствии. Скажите, пожалуйста, вот вы упомянули о том, что кровник мог искать покровительство у другой фамилии. Как в таком случае относились к этой фамилии, которая приняла и обеспечила покровительство кровнику? То есть пострадавшая сторона как относилась? Распространялось ли на эту фамилию тоже это отношение вот такое враждебное? В этом случае, во-первых, нужно указать, что было понимание обычая гостеприимства. Человек, который у тебя гостит, ты несешь за него ответственность. Мы встречаем часто материалы о том, что он его сопровождал вооруженный и нес за него ответственность, и мог за него и убить, и быть убитым при этом. Конечно, тогда в кровную месть вовлекалась еще и третья фамилия. Есть случаи, когда на дороге человек убивал другого и бежал в ближайшее селение, прятался там у первой попавшейся семьи, а потом семья узнавала, что в принципе он убил моего сына. Это очень частые были случаи. Но при этом обычай гостеприимства не разрешал оскорбить или обидеть, тем более убить гостя. Вообще те переселения, которые на сегодняшний день даже многие фамилии рассказывают, вот мы жили в таком ущелье, а потом переехали туда. Вот большая часть переселившихся, например, осетин-дегорцев в Иронские ущелья, либо иронцы в Дегорские ущелья, из Южной Осетии в Северную, в первую очередь они были связаны именно с обычаем кровной мести, когда вся фамилия просто вставала и уходила, потому что не могла выдержать тех нападок, которые были во время обычая кровной мести. И ведь это длилось не год, не два, это были и 40, и 60, и 100 лет. То есть если ваш прапрапрадед кого-то убил, потомки несли ответственность за это. Значит, кровная месть могла длиться очень долго. Если фамилии сильные и большие, то с двух сторон могло быть убито и по 8 человек мы встречаем, и по 10 человек. И примирить такие фамилии было очень сложно.
Но здесь главную роль играло всегда общество, сама община, само народное собрание Нахаш. Оно было инициатором того, чтобы фамилии примирились. Они избирали нескольких мужчин, они назывались Рташтлакта. И вот эти посредники Рташтлакта вели переговоры между двумя фамилиями. Потерпевшую сторону они уговаривали уплатить материальную компенсацию, чтобы положить конец мести. Потерпевшую сторону они просили простить и принять материальную компенсацию, чтобы этот конфликт на самом деле закончился. В таких случаях, если им это удавалось, то начинался процесс избрания судей. То, кого мы называем Тархонлакта, и Третейский суд. Избирали его сами стороны в нечетном количестве. При убийствах это было 7 или 9 человек. Потерпевшая сторона всегда имела на одного судью больше. И начинался процесс. Ввиду того, что всегда было известно, кто виноватая сторона, кто потерпевшая сторона, сколько убийств совершилось, причины, свидетели, то сам процесс судебного разбирательства носил, наверное, одну функцию – установить просто размер компенсации. То есть, если это мужчина, это одна сумма, если это ребенок, это другая сумма. Здесь, опять-таки, если фамилия была большая и могла себе позволить собрать этот выкуп, за год или за 2, то это одно дело. Но уплата могла на самом деле длиться и несколько лет, и собираться очень и очень долго. Обязательным институтом, наверное, который сопровождал примирение, это был кровный стол, туджифанг. 2 котла пива, 3 быка и 150 кур следовало зарезать и принести в день примирения. И обязательно на примирении должны были присутствовать вся мужская часть, как потерпевшей стороны, так и виновной. Виновная сторона обычно бывала без оружия, показывая свою смиренность. Потерпевшая сторона была всегда вооружена. Каждый из виновной стороны, вплоть до маленьких мальчиков, до 11 лет мы говорим, брал бокал и произносил фразу «хатыр канен», выпивал из этой чаши. Второй этап примирения был характерен, когда виновная сторона просила прощения у женской части, у матери и у сестер убитого. Когда две фамилии не могли очень долго примирить, и никакая материальная компенсация не могла остановить кровную месть, судьи, либо потерпевшая сторона могли потребовать для одного из своих неженатых мужчин девушку из виновной стороны в качестве жены. Эта девушка называлась Сытычежк, либо Фидедычежк. Ее отдавали замуж за одного из представителей неженатого из потерпевшей фамилии без калыма. Но на этом кровная месть точно заканчивалась. Это было окончательное решение. Скажите, пожалуйста, вот в ответ на какую фразу говорили «хатыр канен»? В процессе примирения виновной стороне вообще слова не давали. Говорили те судьи, которые решали этот вопрос, Тархонлакта, они сопровождали виновную сторону, и они просили потерпевших простить их. А потом каждый из них говорил «хатыру нейканам». В случаях, когда фамилия убегала и понимала, что не может выстоять эти нападки, она попадала под покровительство какой-либо фамилии, и здесь они могли принять эту фамилию, изменить свою фамилию, чтобы кровная месть на них больше не распространялась. Таких случаев тоже много, и до сих пор есть представители фамилий, которые рассказывают, что вот когда-то мы были вот такой фамилией, а сейчас мы вот представители другой фамилии, потому что вот мы бежали от кровной мести. Тамара, как вы сказали, парень из потерпевшей стороны мог взять в жены девушку из виновной семьи. У меня такой вопрос. Девушка, она в качестве наказания должна была выходить замуж? Да, на самом деле девушку выдавали замуж. Ей, конечно, объясняли, что это для примирения, для приостановления кровной мести, и поэтому она, не добровольно выходила за своих врагов. Скажите, пожалуйста, вот в Даргавсе есть башня Кровника, с которой очень много легенд связано. Это все только легенды или это как-то зафиксировано документально? В любой легенде есть реальная основа, поэтому к башне Кровников она также относится, конечно. Тамара, я знаю, что вы много работали с архивными материалами, и
Какие наиболее интересные, выдающиеся сведения вы получили по вопросам конфликтов в осетинском обществе? Архивные материалы у нас имеются по периоду, когда у нас в Осетии устанавливается российская администрация. Российская администрация вела уголовное право, гражданское право, и оно пыталось бороться с кровной местью и не рассматривало кровную месть, оно рассматривало как отдельное взятое убийство. Единственное, что мы встречаем, это во время следствия старшина селения всегда рапортовал о том, что данная фамилия в кровной вражде вот с такой-то фамилией. Поэтому в первую очередь подозреваемыми оказывались именно представители кровников. Сама осетинская община очень серьезно относилась к кровникам и пыталась не раскрывать и не рассказывать российской администрации, которая боролась, а понимала, что это обычай, его соблюдают, и пыталась скрывать какие-то моменты, которые помогали бы российской администрации с этим бороться. Когда зарегистрированы последние случаи кровной мести? Окончательно обычай кровной мести в Осетии исчез в советский период. Когда законодательством он был запрещен, в Осетии он исчез. На сегодняшний день кровной мести в Осетии нет. Вот вы, наверное, нам не скажете, да, не назовете эти фамилии, которые враждуют, возможно, до сих пор. Ну хотя бы скажите, есть ли такие фамилии? Есть ли сейчас 2, 3, 4, может 10 фамилий, которые друг друга просто-напросто ненавидят? На сегодняшний день есть память о том, что когда-то с этой фамилией мы враждовали. Мы сегодня понимаем, что убийство не может вызвать кровную месть, но однако же фамилия сама, она и материальную компенсацию выплачивает, она и приходит и просто извиняется. Но сказать о том, что до сих пор тайна, нет, этого нет. А есть ли случаи незавершенной кровной мести? В случае, когда, например, пострадавшая семья, фамилия отказалась от примирения? Конечно, есть такие случаи, и когда фамилия не соглашалась на примирение, виновная сторона убегала. Во избежание очередного убийства они просто уходили. Вот есть такой интересный этнограф Инал Собиев, он о себе рассказывал, что они не могли помириться с фамилией, и вся его мужская часть фамилии встала и ушла под покровительство другой фамилии, а женщина ставила, которая занималась и хозяйством, и землей, и только когда Арташлак-то договорились, они смогли вернуться через 20 лет в свое общество. Как вы прокомментируете ситуацию, которая была в 2004 году, Виталий Константинович Колоев? Вы ее сами отнесете к кровной мести или, может быть? Я считаю, что данная ситуация является не применением обычая кровной мести. Ведь человек просил справедливости. Человек просто понял, что не нашел справедливости. И он пошел на крайние меры. Конечно, сам обычай кровной мести – это дело былых времен. Мы об этом знаем только из источников. Сегодня, к нашему счастью, этого нет. И я считаю, что это очень хорошо, наверное. Спасибо вам большое за внимание.